Инфекционное отделение детской клинической больницы площадью около 5000 квадратных метров рассчитано на 60 стационарных мест. В отделении предусмотрено все необходимое для оказания помощи маленьким пациентам. Здесь есть современная операционная, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Сейчас мы находимся в операционной нашего отделения, которое также располагается в здании инфекционного отделения. Как мы можем видеть, она тоже полностью оснащена современным оборудованием. Мы здесь видим современные консоли. Как я понимаю, это для подачи, более удобной подачи инструментов во время операции, которые пришли на замену устаревшим тележкам, которые могли мешаться во время операции под ногами специалистов. В общем, здесь все на высшем уровне. Будет еще лучше, когда полностью все будет расставлено по своим местам. В отделении просторные палаты, рассчитанные для совместного нахождения детей и родителей. Установлена современная система вентиляции. В новом отделении каждый маленький пациент помещается вот в такую одноместную палату с собственной душевой, собственным санузлом, системой подачи кислорода, столиком для питания. Эта продуманная система изолирования сводит к минимуму риск перекрестного инфицирования пациентов между собой. Также в здании есть реанимационное отделение, в котором имеется современное оборудование для оказания экстренной помощи и круглосуточного мониторинга состояния пациентов. Отделение интенсивной терапии также оснащено всем современным оборудованием, системой подачи кислорода. И вот, казалось бы, вроде бы такая мелочь, как кровать, но тоже может существенно облегчить работу как медперсонала, так и комфорт для самих наших маленьких пациентов. Строительство корпуса началось еще в 2021 году, но из-за корректировок проекта по требованиям Минздрава работы остановились более чем на год. После доработок объект полностью завершили. При строительстве было, в основном, мало места, сидеть там, с установкой техники, чтобы работать. Ограниченный доступ, к объекту. А так, как и везде на стройке, проблем особых не было. Открытие такого отделения такого уровня, это, конечно, в первую очередь большой вклад в развитие системы здравоохранения региона, так как оно позволит разгрузить другие стационары, а пациентам получать более специализированную помощь на территории отделения без необходимости выезжать пациентам за пределы региона. Ну а для нас это большая ответственность перед нашими маленькими пациентами и их родителями соответственно. По словам строителей, в ближайшие 2 недели новый корпус передадут на баланс ДРКБ. Персонал уже на следующей неделе будет проходить подготовку для работы с современным оборудованием. Мария Амбата, Хасан Ивлоев, Магаз 24.